этого утра голосование в Вижери-Юрте проходит активно. Сейчас приходят коллективом, семьями или друзьями. Всего по списку проголосовавших должно быть 670 человек. Встречает музыкальной программой. На единственном избирательном участке в Вижери-Юрт с утра многолюдно. В числе самых первых на УИК под номером 523 пришла Людмила Коригова. На протяжении многих лет женщина старается не пропускать такие важные мероприятия. Кандидаттар дикхитер сон хата самбага хэтчэнтэ цаа басгач эгэр гэрчэрдэр хэтсон нахак хажир шиюртэг хажир шиqамэн хажир вэкъани будижнэ qэмбэр дэрэгдадянчутага штэ дикахбэ хэтчэнтэ цаас. Своим личным делам они предпочитают голосование. На первом месте исполнение гражданского долга. Всего за этим избирательным участком закреплено 670 человек. До 2 часов на месте принимали заявки от маломобильных граждан, а уже после обеда к ним выезжали на дом. Наше население участвует в формировании местного органа самоуправления, выбирают тех кандидатов, они отдают голоса тем кандидатам, в которых они уверены, что они эффективно будут решать определенные проблемы села и будут представлять их интересы. На данное время у нас замечаний нет, у нас очень дружное село, и во всех социально значимых мероприятиях они принимают очень активное участие. Муса Бузуркиев живет в Вижери-Юрт с самого рождения. Ему не безразлично будущее своего родного села. Депутат Голосование на участке идет без каких-либо эксцессов. К единому дню голосования подготовились тщательно. На протяжении месяца проводили работу по информированию горожан, поэтому неудивительно, что явка здесь действительно хорошая, как и на участке 504, который открылся в стенах 30-й Сагапшинской школы. На каждом избирательном участке есть необходимые баннеры и плакаты с дополнительной информацией. В первую очередь это сделано для самих голосующих. Так, например, за этим участком закреплено 17 улиц. 2 кабинки для тайного голосования, прозрачные урны, камеры видеонаблюдения. Именно так проходит единый день голосования. Свою роль в этом играет и музыкальная программа, которую подготовили артисты местного ДК. Я с таким большим настроением пришла на такой праздник. Это же выборы. И для наших девчат, для учителей, для выборной кампании, с удовольствием спою, сыграю песни. Как не спеть, они так внимательно меня слушают. Всем хочется же прям веселья, хочется радости. Это же такой же праздник. А вы уже голосовали? Я еще не успела, но сейчас проголосую, обязательно проголосую. Так что выбор – это такой большой праздник. И желаю, чтобы в нашей республике был мир. Всего за этим участком закреплено 1401 человек. Еще в первой половине дня явка на участок номер 504 превысила 15%, что составляет 210 человек. Сейчас намного больше. В этой школе участковая избирательная комиссия находится впервые. До этого мы находились в Доме культуры. Явка нормальная. Выборы проходят, думаю, что с интересом для жителей нашего села, потому что жители идут, голосуют. А вот на Малгобекском 406-м участке сегодня двойной праздник. Здесь в числе избирателей встречают и невесту. Свою галочку в избирательных бюллетенях девушка поставила уже в качестве нового члена семьи Хаутеевых. В их доме на выборы ходят все достигшие совершеннолетия. Поэтому ее в день свадьбы повезли не домой, а к кабинке для голосования. Молодоженам подготовили подарок, администрация города, подарок в виде телевизора. Все вместе пожелаем им счастья, благополучия и семейной жизни.
Бюллетени в урну с галочкой напротив имен своих кандидатов опускали также и на избирательном участке 412 на базе 2-й Малгобекской школы. Седита в Султанове недавно совсем исполнилось 18, а значит, она только сейчас вступила в ряды тех, кто может проголосовать. Это мои первые выборы. Сегодня я проголосовала за одного кандидата. Очень надеюсь, что они будут хорошо работать, хорошо выступать. Я рада, что наконец-то смогла принять участие в этих голосованиях. А тех, кто уже проголосовал, ждали в кругу зажигательного ловзера. За этим пунктом закреплено 1487 избирателей. У каждого на участке свои обязанности. Председатели УИКов следят за соблюдением мер безопасности, наблюдатели за прозрачностью проведения голосования. Если, допустим, будут какие-то нарушения, например, если будет агитация за какую-то партию, мы должны будем об этом доложить и позвонить в полицию, и туда тоже доложить об этом. А так, на данном участке вообще нарушений нет, все очень хорошо идет, людей достаточно много, все хорошо. Чтобы выборы прошли комфортно, для жителей здесь созданы все необходимые условия. Заранее были подготовлены памятки для избирателей, образец для заполнения бюллетеня, а также информация о кандидатах. При входе установлен металлоискатель. Все сделано в первую очередь для голосующих. В нашем избирательном участке подготовлен медицинский кабинет, в котором находятся все необходимые лекарства. Также у нас дежурит медицинская сестра, которая готова оказать помощь, если кому-либо из взрослых, ну и не только взрослых, станет плохо. Также у нас подготовлена комната матери и ребенка. Также здесь находится все необходимое для успокоения малыша, если вдруг он будет капризничать. Мама может присесть, отдохнуть, покормить при необходимости ребеночка. Последние муниципальные выборы прошли в 2019 году. Явка избирателей на тот момент в Ингушетии превысила общероссийский показатель. Она составила более 68%. Председатели УИКов уверены, в этом году они также пройдут на высоком уровне. Хава Гагиева, Сулейман Костоев, Новости 24.